В эфире информационный выпуск Амшек Пшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Ситуацию со скоплением большегрузных машин с цитрусовыми на границе ПСО прокомментировал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Беслан Джопуа. Отдел сбыта электроэнергии Улрыжского района рекомендует гражданам погасить задолженности за свет. При непогашении долга будет произведено отключение. В Гагре прошла презентация новой общественной организации. В связи с прорывом водопроводной стальной трубы на проспекте Аяйра в Сухуми большая часть столицы осталась без воды. Фитосанитарная служба по Краснодарскому краю обнаружила насекомое трипс на цитрусовых, которые вывозят из Абхазии в Россию. Об этом сообщил нашей программе исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Беслан Джопуа. Он уточнил, что проверку фруктов карантинная служба проводит регулярно, а не впервые. При этом речь идет только об одной партии цитрусовых, где был выявлен западный цветочный трипс. Досмотр идет в штатном режиме, подчеркнул Джопуа. Сегодня на российско-абхазской границе появилась небольшая проблема по перевозке через границу цитрусовых плодов, то есть урожая 2024 года. Надо сказать, что урожай в этом году у нас хороший, качественный, но тем не менее на одной из партий фитосанитарной службы, карантинной службы Российской Федерации был обнаружен калифорнийский трипс. Это один из подразделов карантинных насекомых, которые являются режимными. Поэтому эта партия была возвращена. Но помимо этого, видимо, в связи с тем, что по словам российской карантинной службы, то, что не подтверждается абхазской карантинной службой, также тщательно проводится с помощью лаборатории на абхазской стороне. Этих насекомых не были обнаружены. Но тем не менее, если об этом говорит российская служба, то они более тщательно проводят анализ, проверку, допроверку, и поэтому образовалась на границе пробка из большегрузных машин. То есть на данное время, по той моей имеющейся информации, только одна или две машины прошли, остальные еще не пересекли границу, и поэтому на абхазской стороне ждут проверки более 40 машин, большегрузных машин. Около 15-20 машин находятся на российской стороне, которые тоже ждут разрешения для ввоза на территорию России плодов цитрусовых. Должен сказать, что это обычная история, хотя она немножко нестандартная. Мы всегда наблюдали, когда урожай хороший, скопление машин, проблемы из-за отсутствия возможности перевозки, из-за возможности самой границы, самого МАП. Но, тем не менее, сегодня это уже по той причине, что обнаружен насекомый, это что-то для нас новое. И поэтому мы рассчитываем, мы связались со своими коллегами, пока российская сторона, конечно, отрицает и не вводит запрета на ввоз в Россию мандарин из Абхазии. Я думаю, что этого и не будет. Но более тщательная проверка, что сегодня производится на границе, привело к такому затору. Есть, конечно, возмущение наших граждан. Каждый день очень дорогой для тех, кто занимается перевозкой, кто выращивает, кто реализовывает. Потому как на сегодняшний день около 14,5 тысяч продукции перевезено через границу. Это на 6 тысяч больше, чем в прошлом году в данное время. И поэтому хотелось бы, чтобы ничего не помешало, и люди смогли продать свою продукцию. Будем на связи со своими коллегами. Пока нет смысла связываться с Минсельхозом России или с Россельхознадзором, тем более, что они пока отрицают, что ввели запрет. Думаю, что этого запрета не будет.
Исполняющий обязанности премьер-министра Валерий Ганба встретился с главным режиссером Малого театра России, заведующим кафедрой актерского мастерства Высшего театрального училища имени Щепкина, руководителем мастерской, в которой обучаются студенты из Абхазии, Алексеем Дубровским. Валерий Ганба подчеркнул важность сохранения культурных связей между народами Абхазии и России. Алексей Дубровский, в свою очередь, отметил, что театр Искандера очень популярен в России и трудно достать билеты, когда с гастролями приезжает в Москву. Спектакль по произведениям Фазиля Абдуловича в Москве пользуется популярностью среди нашего зрителя и воспринимается хорошо. То, что в Щепкинском училище есть ребята из Абхазии, для Щепкинского училища тоже полезно. Это взаимополезный обмен, отметил Дубровский. 7 декабря график отключения электричества в Абхазии будет увеличен до 6 часов в сутки, сообщает РУП «Черноморэнерго». Свет будут отключать утром, вечером и ночью на 2 часа. График отключения вы видите на своих экранах. В Гулрыбском районе на сегодняшний день 9200 абонентов. По физическим лицам собираемость платежей за потребленную электроэнергию составляет 25%, по юридическим – 87%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года собираемость возросла на 3–5%. И все же отдел сбыта электроэнергии Гулрыбского района рекомендует гражданам погасить задолженность за свет. При непогашении долга будет произведено отключение. По словам начальника отдела сбыта Гулрыбского филиала Черноморэнерго Астамура Джинджолия, касса работает каждый день с 9 утра до 6 вечера. Более того, принято решение работать и в выходные дни. Динамика есть, люди с пониманием начали подходить, но ситуация в процентном соотношении по сбору тяжеловата. Свыше 3 месяцев, кто не оплачивал за потребленную электроэнергию, мы имеем право за собой без уведомления отключать абонента. Это где у нас есть возможность удаленного отключения, то есть где стоит прибор учета, который удаленно нам позволяет выключить абонента. Если это речь идет о том, у кого нет приборов учета, то есть основное количество в районе. У нас, если по приборам учета взять, у нас из 9200 абонентов, что у нас числится, 1600 приборов учета установлено на все это количество. 1900 человек у нас являются льготниками в районе. То есть, где нет у нас приборов учета, возможности отключения удаленного доступа у нас тоже нету. Приходится нам вручную, механически приходить и стараться демонтировать провод, который приходит к человеку. У нас это вынужденная мера, потому что без этого нам будет тяжело содержать всю энергоотрасль. То есть за счет этого мы как-то пытаемся восстанавливать свои же подстанции, свои же подведения, то, что у нас есть. Граждане, которые проживают в Гулрыбском районе, хочется обратиться ко всем и попросить убедительная просьба ввиду ситуации, сложившейся в энергоотрасли в республике, проявить гражданскую позицию, у кого есть задолженность, прийти по возможности постараться закрыть эту задолженность, потому что сегодня на счету каждый рубль дорог, потому что ежедневно работа продолжается. У нас она увеличилась даже в ночное время мы начали работать, мы начали дополнительно уже составили график, в выходные дни кассы будут работать, в субботу и воскресенье, соответственно, в будние дни работаем без перерыва. То есть все силы приложены к тому, чтобы собрать необходимые средства для того, чтобы править все эти финансы наперед. В Гагре прошла презентация новой общественной организации «Мирная Абхазия». Главная цель организации – пропаганда патриотизма и здорового образа жизни, проведение благотворительных акций, а также поддержка спорта. Сария Кварацхеля расскажет подробнее. Современное общество невозможно представить без общественных организаций. Большинство из них ставит перед собой амбициозные цели по укреплению гражданского мира и согласия. Главная задача мирной Абхазии – взаимопонимание между различными группами населения. Сопредседателями организации стали Теймураз Хижба, Джон Атумава и Энри Агарба. Идея возникла на такого рода организации давно, но более активные действия у нас начались
недавно вы, наверное, могли наблюдать, какие люди ходят в президиум. Это, на мой взгляд, наверное, олицетворение порядочности, честности, воинского долга. Просто патриоты, хорошие люди разных национальностей. Никто из них, если я не ошибаюсь, может, один человек когда-либо были задействованы в политике. Остальные, в основном это люди, которые честно работали на зарплату. Их цель – это развитие нашей страны, и это будет. Организацией планируется проведение различных мероприятий, направленных на развитие лидерских качеств и гражданской активности, а также создавать площадки для общения и взаимодействия представителей различных национальностей, проживающих в Абхазии, способствуя сотрудничеству и взаимопониманию. Мы уже не первый день и не первый год, как говорится, занимаемся общественной работой нашей республики, невзирая, как сказал Теймураз Владимирович, ни на национальность, ни вероисповедание. Мы живем в многонациональной республике. Мы чтим и уважаем традиции и культуру каждого народа. Несмотря на все различия, мы живем в мире и согласии, создавая единое сообщество дружной семьи. Как один кулак тогда в свое время встали на защиту нашей общей Родины, равно и как сейчас. Нам Россия оказывает помощь в восстановлении нашей республики. Народ Абхазии всегда был мудр и в сложных ситуациях всегда объединялся. Я надеюсь, что всегда это было, есть и будет. Особое внимание будет уделено работе с молодежью, формированию у молодого поколения ценностей мира. Также будут проводиться благотворительные акции для детей с ограниченными возможностями здоровья. Пропаганда патриотизма, здорового патриотизма, потому что опасная черта, которая может патриотизм перевести в национализм. Это очень страшная вещь. Это благотворительные акции, это поддержка спорта. На это у нас, слава богу, есть возможности, у нас есть друзья, у нас самое главное есть желание. И вы знаете, вот еще раз повторю, по членам президиума видно, что эти люди, которым верят. На конференции учредители новой организации присутствовали и ветераны СВО, которые по приглашению Теймураза Хижба прибыли в Абхазию на отдых и реабилитацию. Я хочу выразить благодарность от всей нашей группы, от участников СВО за то, что вы пригласили нас и встретили очень хорошо на своей абхазской земле. Огромное вам человеческое спасибо. Мирная Абхазия намерена активно сотрудничать с другими общественными организациями, работающими в сфере урегулирования конфликтов и защиты прав человека. Участники конференции обсудили актуальные проблемы абхазского общества и пути их решения. Были представлены предложения по разработке и реализации конкретных проектов, направленных на укрепление мира и стабильности в республике. Сария Кварацхеля, Музафар Астанов, Абхазское телевидение. Квалификационная коллегия судей Абхазии объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантной должности судьи Верховного суда Республики Абхазия, одна штатная единица. Прием заявлений осуществляется в помещении Верховного суда с 6 по 20 декабря включительно. Телефон для справок 229 44 73. В связи с прорывом водопроводной стальной трубы на проспекте Аяйра в Сухуми 6 декабря большая часть столицы осталась без воды. В чем причина аварии и когда ее устранят, узнавала Алика Трапш. С самого утра ремонтная бригада столичного водоканала трудится над устранением причины утечки воды. Авария произошла по проспекту Аяйра 163. Водопроводную стальную трубу диаметром 200 мм прорвало, вследствие чего вода начала затапливать всю улицу. Из-за прорыва трубы жители центральной Нагорной части Сухума, Виема, вокзала, старого поселка остались без воды. Вчера вечером в районе 4-16 часов прорвало вот эту трубу. Прорвало трубу, ночью остановили насосные станции, выпуски открыли, чтобы можно было сегодня работать.
И вот утром пришли, начали работать. Сегодня в течение дня работы должны быть выполнены. Ни для кого не секрет, что водопроводная система Сухума нуждается в масштабной реконструкции. По словам главного инженера водоканала Мирабан Кваб, на данном участке водопровод был уложен давно, еще в советские годы, и из-за обветшалости труб аварии здесь нередки. Чтобы заменить всю систему, нужны большие средства, которых у водоканала нет, в связи с чем вынуждены локально производить ремонтные работы. Здесь в старом городе поменято очень мало улиц. В процентном отношении 5-8, может быть 10% всего поменято. А это все остальное старые чугунные стальные трубы вперемешку. Все имеет свой срок. На этой неделе уже на этой трубе уже в 3 местах на этой неделе делали. На прошлой неделе ремонтировали. Из-за частых поломок труб приходится приостанавливать работу насосных станций, что в свою очередь негативно сказывается на них. Но это вынужденная мера, так как не обеспечив водоснабжение, невозможно приступить к ремонту труб. Вот там стоят насосы 1250 на 150 на 125 метров. 125 метров – это 12,5 атмосфер. Вот что год назад, что 1,5 года назад, что 30 лет назад эти насосы дают, да, они новые, но параметры те же самые. Но они ни больше не могут дать, ни меньше. Меньше дадим, в одном районе не будет воды, в другом будет вода. И поэтому мы даем одинаковое давление. И давление, как мы качали, да, немножко уменьшилось количество утечек в городе. И на водоводах, и в городе тоже уменьшилось. Это тоже что-то дает. Водоканал планирует завершить ремонт водопроводной стальной трубы по проспекту Аяра в течение дня и возобновить подачу воды. Аля Катравш, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 7 и 8 декабря на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью +2,7, днем +10-15. Температура морской воды +15. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.